Біз Lesson Study сабақты зерттеу 10-шы сынып оқушыларымен орыс тілі пән мұғалімі Калбирова Гүлнұр Нұршанбековнаның жетекшілігімен бастаған болатымыз. Жалпы біздің мектепте Lesson Study сабақтары 2 цикл бойынша өтілді. Яғни бірінші циклда 3 сабақ, екінші циклда 3 сабақ. Барлық сабақты зерттеу үрдісі өз уақытысында өтті. Ең алғашындағы бірінші сабақтан кейін біз зерттеу топтың отырысында сыныпта қандай проблема, қандай жолмен жұмыс жасаймыз деп оқушыларды зерттедік. Яғни іс-әрекеттердің зерттелуі бойынша бүгінгі өтілген 10-шы сыныбындағы білім алушылардың орыс тілі мен әдебиет сабағында көшбасшылық қасиеттерін ояту арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыру тақырыбында жүргізілді. Мұндағы мақсатымыз біздің оқушының топтық жұмысында көшбасшылық қасиеттерін ашу. Яғни әр оқушы өз тобында көшбасшылық қасиеттерін аша білу. Тиімді көшбасшылық үшін қажетті дағдыларды дамыту, осы дағдыларды дамыту арқылы біз нені байқадық? Яғни менің айтайын дегенім нәтижесінде біріншіден оқушылар мұғалімнің әдістемесіне әбден машықтанған, сабақ барысында сұрақтар қоя алады, топтық жұмысында тапсырмаларды орындай алады, және де сабақ барысында оқушылардың бойында көшбасшылық қасиеті қалыптаса бастады. Мұнымен мен жаңағы айтайын дегенім оқушыны әрі қарай жетілуіне, дамуына бағыт-бағдар бере отырып, сабақты түрлі әдістер және стратегиялар арқылы қалыптастыруға ықпал ету. Яғни көшбасшылық қасиетін ашуға оқушыларға, білім алушыларға мүмкіндіктер берілді. Ребята, здравствуйте. Тема нашего урока Андрей Платонович Платонов «Песчаная учительница». Открываем тетрадки, пишем число, сегодня 12 апреля, классная работа. Цель нашего урока – оценивать высказывания с точки зрения использования приема привлечения внимания целевой аудитории и выражения собственного отношения к проблеме. Владеть словарным запасом, включающим лексику, научно-технической, общественно-политической и учебно-профессиональной тематики. Андрей Платонович Платонов. Он родился в 1899 году. У нас метод перевернутый урок. Заранее данные задания. Хорошо. Кто хочет? Антон Павлович Чехов, писатель, прозаик, драматург, публицист, врач, общественный деятель в сфере благотворительности, классик мировой литературы, почетный академик Императорской академии. Родился 17 января 1860 года в Таганроге, в небольшом саманном домике на Полицейской улице, в семье купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки. Хорошо, спасибо. Музыка и книги побуждали в нем Чехова к творчеству. Большую роль в этом сыграл Таганский театр, в котором первый Антон побывал в 13 век, посмотрел оператор Джаха Оффенбаха «Прекрасная Елена» и «Воскорей искусство». Девочки, молодцы. Теперь, ребята, сегодня знакомимся с произведением Платонова Андрея Платоновича «Песчаная учительница». Да? Произведение очень хорошее, поучительное. Теперь рассказ вы прочитали. Так, кто хочет рассказать? Пожалуйста. «Песчаная учительница». Рассказ, написанный Андреем Платоновым. В основе сюжета фрагменты биографии Марии, ставшей прототипом главной героини. По мотивам произведения был снят художественный фильм «Айна». Следующий. Хорошо. Еще кто-то хочет что-то? Пожалуйста. Школа уже наполнена учениками разных возрастов, желающих учиться. Эти действия шагов учительности через некоторое время воздействуют. Через некоторое время ситуация меняется. В деревне переселяются кочевники. Они уничтожают всю зелень
Так, все прочитали, да? Рассказ написан в 1927 году. Главная героиня Мария Никифоровна Нарышкина, 20-летняя молодая девушка, которая после окончания учебного заведения ее направили в село, далекое село Хашутово. Для чего? Для того, чтобы учить детей. Хорошо. По какому предмету она преподавала? По географии, да? Хорошо. Теперь, ребята, первое у нас письменное задание. Так, это у нас Мария Нарышкина, смотрим. Так. Я сейчас вам раздам задание. Перепишите предложение из произведения Платонова, «Песчаная учительница». Нужно ставить знаки препинания и объяснить. Выполняем. Работаем на скорость. Все, пожалуйста, читаем. Через трое суток ничего не осталось, не от вся голодание вытоптали и истребили кони без стада кочевников. Тут ставится на препинание тире, потому что содержание первого предложения указывает на причину, которая рассказывается во второй части предложения. Хорошо. Это какое предложение? Бессоюзное. Бессоюзное сложное предложение. Вы готовы? Так, пожалуйста. Пустыня приняла безбрежное море, дымящихся наверху барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни. Было ясно, нельзя учить голодных и больных детей. Мы ставим двоеточие после прежнего вида, прежний вид. Почему? И было ясно, потому что тут значение причинно-следственное. Причины и следствия, да? Да. Хорошо. Так, вы, пожалуйста. Шевек. Тире, потому что в первом предложении обозначается время, которое происходит во втором предложении. Имеет значение времени. Которое происходит во втором предложении. Хорошо. Так, ребята, смотрите, пожалуйста. Словарная работа. Пустыня. Знаем, да, что это такое пустыня? Да. Вот. Как на казахском? Щёй. Пустыня – это щёй. Это большое пространство, где возможно очень скудная растительность или вовсе без нее. Что растет в пустыне? Какие растения? Какое растение? Ну, кактус, это где-то в Мексике растет, да? А у нас? Что мы жарим? Саксалу, да, растет? Хорошо, саксалу. Так, труженик. Марию Нарышкину можно назвать труженицей? Да, несмотря ни на что, она трудилась во благо народа. Да, хорошо. Труженик – это человек, который любит трудиться. А что такое бархан? Слышали слово бархан? Да. Слышали, да? Это песчаные холмы, пустыни. Так, шелюга. Это тоже пустынное растение, кустарниковое, которое растет, хорошо растет на песчаных почвах. У них корни очень хорошие, держат почву. Так, ландшафт тоже знакомый термин, да, из географии. Это что? Конкретная территория однородного происхождения. Хорошо. Так, теперь прочитайте. У нас грамматическая тема нашего урока – бессоюзное сложное предложение. Пунктуация бессоюзно сложного предложения. Так, ребята,
Какие пунктуации ставятся и в каких случаях? Назов. Подготовились, да? Давайте я сначала расскажу, что такое бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное сложное предложение – это сложные предложения, которые соединяются между собой интонационно, без союзов и союзных слов. БСП часто встречается в сказках, в художественной разговорной речи, пословицах и поговорках. В БСП средством связи предложений является интонация, смысловые отношения, видовременные формы глаголов. В БСП мы обычно используем знаки препинания, такие как тире, двоеточие, да, точка запятая и сама запятая. Тут нельзя путать БСП с простыми предложениями с тире, потому что в БСП, в предложении с тире, там есть две грамматических основы, то есть подлежащие и сказуемые, или две сказуемых. Хорошо, молодец. Следующая. Когда мы узнаем, что такое БСП, я хочу представить вам запятую и точка запятую. БСП точка ставится точкой, то есть запятая и точка запятой ставится бессоюзным сложным предложений. Между частями бессоюзного сложного предложения при перечислении ставится запятая. Например, в глазах у меня потемнело, голова закружилась. Если часть сложных предложений последней из частей присоединяется союзом, и то по правилу словосочетания предложений, Если в составе простого предложения союза, то эта часть отделяется запятой. Например, в воздухе в небе загремел двигатель, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, пролетел над деревьями. И последняя точка запятой, если части бессоюзного предложения отделены друг от друга по смыслу и значительно разделены, распространены и осложнены, то есть имеют внутри себя запятую, то между ними ставится точка запятой. Например, луна сияла, все было тихо, только лошади одни раздаются, только топот лошадей раздаются в ночном безмолвии. хорошо. Так, следующая пунктуация. Амина, пожалуйста. В некоторых случаях бессоюзное сложное приложение ставится тире, а именно в таких случаях, что если первое приложение обозначает время или условия совершения действия, о котором говорится во втором приложении, и если вторая часть приложения имеет результаты следующего из первой части, и если во второй части приложения содержится сравнение с тем, о чем сказано в первой части, и если вторая часть приложения начинается словами «только», «такой», «так». Вторая часть, когда дополняет первую часть. Первую часть. Ага, хорошо. Так, развитие. Так, передайте. Так, это такое маленькое задание. Дается начало предложения. Вы должны докончить предложение, сделать его бессоюзно сложным. Так, а я молодец, умница. Так, хорошо. Так, Елена у нас, может быть, хорошо работает. Амина. Так, собираем. Так, здесь у нас Жанну. Большое спасибо. Так, у нас и название. Так, перепишите предложение. Можете обсудить. Ага. Это легкое такое. Быстро, на скорость. Определить значение БСП. Так, предложение «Зашло солнышко» у кого? Зашло солнышко. Так, читаете предложение, определяете пунктуацию. Так, вы, да,
ребята, не мешают. Слушай. Зашло солнышко, все вокруг ожило. Значение последовательности. Ставим тут запятую, потому что она имеет значение последовательности. Последовательность. Ставится запятая, хорошо. Здесь действие происходит друг за дружком последовательно. Ага. Так, лес молчит, это у кого? Так, Мирас, пожалуйста. Я составил предложение. Продолжите каждое из предложений так, чтобы оно стало бессоюзным сложным. Наставьте знаки препинания. Хорошо. Лес молчит. В полях идет снег. Какой знак препинания поставил? Запятая. Запятую. Значение здесь какое имеет? Он читает вопрос. Какая? Тут ставится запятая, потому что это значение одновременности. То есть лес молчит и одновременно в полях идет снег. Конечно, действие происходит одновременно с тем, что и лес молчит, и в полях шумит снег. Идет снег. Ага. Так, нужно, пожалуйста. Нелегко вырастить плодовое дерево, запятая. Она требует много труда и забот. Тут ставится запятая, потому что это имеет значение причинное и следственное. Нет, если причинно-следственное, то здесь у нас идет двоеточие. Двоеточие. Нелегко вырастить плодовое дерево. Оно имеет много труда и забот. Имеет значение причинно-следственное. Есть причина, есть следствие того. Хорошо. Пожалуйста. Дело или смело. Здесь имеет значение сопоставления. Сопоставление, да? Сопоставление. Хорошо, ставится. Так, ребята, молодцы. Так, следующее задание у нас. Работаем по диаграмме Бренна. Сейчас я сначала раздам. Объясню. Так, ребята, здесь такое задание. Вы должны определить сходство и различия причастия и прилагательного. Так, что такое прилагательное? Можно я расскажу? Пожалуйста. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой, чей». Имена прилагательные делятся на три категории – качественные, относительные и притяжательные. Качественные имена прилагательные – это прилагательные, которые обозначают качество предмета. Например, сложный, тяжелый и легкий. Относительные имена прилагательные обозначают признак предмета через отношение к другому предмету. Например, вечерний, шелковый и спортивный. Притяжательное прилагательное указывает на принадлежность предмета к какому-нибудь лицу или животному. Например, мамино платье, папин сапог или медвежья вербовка. Молодец. Так, а что такое причастие, ребята? Давайте вспомним. Так, пожалуйста, Дарья. Причастие – особая форма глагола и самозаменяемая часть речи, которая обозначает признак предмета по листью и отвечает на вопрос какой, какие, что делавший и какое. Можете именно на этих карточках определить отличие и сходство. Так, и что их объединяет? Так, здесь у нас... Так, можете прямо сюда. Вы пока думаете у себя писать признаки прилагательного, пока Элом оформляет. Так, вы тоже признаки прилагательного и причастия.
определить своим видом прилагательным участие, пишем тебя. Задание общее, идем для себя. Сначала я расскажу отличия, а Аянат расскажет сходство. Хорошо. Прилагательное обозначает признак предмета, не имеет зависимых слов и легко заменяется синонимичными прилагательными. Обозначает признак постоянно свойственное предмету и не изменяющийся во времени. Причастие обозначает признак предмета по действию. Имеют или могут иметь зависимые слова. Обозначает признак с указанием на время, завершенность или незавершенность действия. Хорошо, молодец. Так, Амина, Жан. Причастие имеют и могут иметь зависимые слова, обозначает признак с указанием на время. Прилагательные не имеют зависимых слов и легко заменяются синонимными прилагательными. Сходство вместе отвечает на вопрос «какой?», изменяется по родам и по числам, и в приложении полное причастие прилагатели являются определенными и сказуемыми. Хорошо. Так, что-то новое. Все. Так, пожалуйста. Общее. Отличие потом. Отличие. Причастие указывает на постоянного признака предмета и не имеет зависимые слова. В предложениях оно часто является определением. То есть причастие имеет зависимые слова. Ага, может и имеет зависимые слова. Ага, хорошо. Дополняем. Точнее, прилагательное указывает на постоянный признак предмета, не имеет зависимые слова, может заменяться синонимными словами, в предложениях является определением, делится на рода, числа, по родам, по числам и по падежам. Причастие обозначает признак предмета по действию, имеет зависимые слова. А что их объединяет? Они оба отвечают на вопрос «какой» и «как». И в основном является сказуемым. Предложение чем является? Прилагательное. Вспоминай. Предложение является прилагательным. Предложение является определением. Ага. Имеет краткую, полную форму. Никто из вас это не сказал, да? Ребята, вы все молодцы. Ага. Хорошо. Так. Так. Ребята, у вас теперь задание. Стратегия пейзажности нет. Так, стратегия у нас есть. Ага. Дайте характеристику героям произведения. Да. Да, это у вас жители села Хашутова. Ага. Да. Это у вас кочевники. Чем они занимались? Вы же рассказ прочитали? Можете сразу? Давайте сразу. Тихо, лишним друг другу не мешали. Так как в пустынях были проблемы. Это у нас жители. Ага, жители села Хашутова. Ага. Тут дети, они не могли учиться так как в пустыне была проблема. Из-за этой проблемы никто из детей не имеет желания приходить в школу и учиться. Да. Какая проблема была? Так, песчаная буря. Да? Ага. Еще вопрос. Еще у нас есть вопросы. Как представляете свое будущее без Марии Нарышкиной? Ага. Как вы представляете свое будущее без Марии Нарышкиной? Ага. Хороший вопрос. Так, молодцы, ребята. Вот что мы добавили, пожалуйста. Мы задали именно этот вопрос, так как именно Мария добавила свое большое, играет большую роль в будущее этой пустыни. Большой вклад, да?
Так, У нас Мария Нарышкина. К ней характеристики. Она упорная, трудолюбивая. Почему она имеет хорошее образование, учитель географии? Вопрос? Почему она добровольно согласилась учить детей в другой песчаной деревне США? Несмотря на все трудности, да, которые здесь существуют. Да, хорошо еще? Мне было интересно нам была интересна именно эта часть, потому что как бы она отказалась от своих мечты выйти замуж, построить свою личную жизнь и хорошую карьеру в отличном месте, в отличие от пустыни. Но она все равно согласилась ради детей, которых там обитают, ради людей, которые там живут, чтобы они не страдали в пустыне. И она отказалась от своей мечты и пошла туда. Можно сказать, что она пожертвовала своей жизнью, да? Да. Мечты и все, она просто откинулась. Я оставила на второй план. Хорошо. Так? Все? Кочевники за 3 суток разгромили и уничтожали все, что сделали селенцы. Растоптали и ничего не оставили. Они приходят каждые 15 лет. Ага. Вопрос? Вопросы. Люди, которые до прихода Марии не могли ходить в школу. Ага. До этого жители села страдали от проблемы песчаной бури. Мария ужаснулась, когда узнала, что в один день могут прийти всего 2 ученика, а в следующий все 20. Зимой ученики вообще перестали ходить в школу, потому что они страдали, как мы уже сказали, из-за песчаной бури. Поэтому она решила найти решение этой проблемы и обратилась в посольство. Там им ничем не помогли, поэтому она там использовала свое знание и посадила шаню. Этим она решила проблему народа, и думаю, школьники должны быть благодарны. Вопрос? Испытываете ли вы чувство благодарности Марии? Ведь благодаря ей они смогли ходить в школу. Так, ребята. Так, если у вас дается дерево, вы должны сюда нарисовать свой... Я думаю, слушай, потому что урок был очень интересным. Мы узнали очень познавательную тему и, кстати, проблему некоторых людей, которые живут в пустыне. Через этот рассказ и о храбрости почувствовали этот рассказ и можем только завидовать или, не знаю, просто аплодировать смелости и трудолюбию Марии Нарышкиной. Мы выбираем красные яблоки, потому что нам было все понятно, и урок прошел очень интересно. И я хочу добавить, что мы прошли очень интересную тему, для нас это было очень интересно. Поучительно, интересно. Да. Есть кого взять пример. Спасибо. Мы нарисовали красное яблоко, потому что урок был очень интересным, и мы узнали очень много информации, и мы в будущем будем также трудиться, как Мария Нарышкина, будем трудолюбивыми и будем оправдывать ожидания как себя. Ожидания всех, да? Хорошо. Наши группы тихо слушаем. Украсили дерево красным плодом, потому что этот урок прошел очень информативно и нам все понравилось. А также мы повысили качество работы в группах и стали лучше понимать друг друга. Спасибо, хорошо поработали. Рассказ, он интересный, очень такой поучительный. Есть кого взять пример. Вообще говоря, в сложных ситуациях у человека вырабатывается, сам не замечая того, какие-то личные качества, да, хорошие. У Марии Нарышкиной это целеустремленность. Она жила и все делала для народа. Так как у нас почти все работы были групповые, нужно выделить, да? Амина, Бабжан, Асема хорошо поработала, Мирас, да.
Назом. Прям никого не хочется обделить, если честно. Мало кто. Назом. Аяна, Судалья, молодец, Аялов у нас хороший. Они все хорошие, просто сейчас немножко на языке молодец умница. Даяна. Ага, Ежан. Так, Живек хорошо, Аялов вообще супер, молодец, умница. Так, Бажан. Не хочется никого обделить, все хорошо поработали. Всем спасибо. Итак, представьте себе, каким вы хотите видеть сегодняшний современный учитель? Каким должен быть учитель? Да. Я думаю, что современный учитель должен быть понимающим. Ну, конечно, у него должно быть хорошее образование, чтобы он хорошо учил своих детей. Он должен понимать своих подопечных, чтобы у нее или должен быть хорошая связь с учениками, чтобы хорошо передавать информацию. И если будет не срочная такая ситуация, чтобы ученики могли прийти к учителю и все об этом рассказать. Хорошо. Итак, у вас вот идет lesson study. У вас есть перспективы? Прогрессы есть? Как бы вы хотели увидеть следующий урок? А? Какие прогрессы есть? Что вы умеете делать? Работать в группе. Еще. Так. Свободно, да? Не бояться. Еще. Не бояться сцены, не бояться людей рядом вокруг. Хорошо. Так, еще. Что вы умеете делать? Открыто говорить. Открыто говорить. Еще. Можно сказать, что захват урока был 100%, потому что каждый ученик вкладывал что-то свое. Хорошо. Еще. Выслушать мнение окружающих. Правильно, молодец. Молодец. Уметь слушать, а? Итак, Не-не. вот вы, как вы, вот вся группа, да, первую группу, как оцениваете? Да, из 10 сколько ставите? 10. Так, а вторая группа, все оцениваем. Как вы оцениваете? Тоже 10? 10? Да. Так, а третью группу? 10 из 10. А последнюю группу? 10. А что вы хотите изменить на следующий урок? Чтобы все были активны. Все были активны. Чтобы быть они активны, что должны делать учитель? Прилагать усилия. Да, еще. Что должна делать учитель, чтобы все были активны? Нужно пройти урок интересно. Как бы вы хотели увидеть следующий урок, ребята, в образе своего же преподавателя? Да. Заинтересовать детей новой темой. Молодец. Все, спасибо.